Здравствуйте! В эфире выпуск новостей на телеканале Челны ТВ. В студии Тимур Поздеев. А сейчас вашему вниманию краткий обзор основных тем. Город борется с последствием снегопадов. Как работают коммунальщики и на какие территории в первую очередь обращают внимание? Несколько КАМАЗов мусора в одной квартире. Челнинка захламила свое жилье до потолка. Умный дом в телефоне. В Челнах начали внедрять IP-домофоны. Что это такое и зачем это нужно? Уже несколько недель тема очистки города остается актуальной. Борьба с последствием снегопадов продолжается. С начала зимы вывезено 500 тысяч кубометров снега, совершено 36 тысяч рейсов. Эти показатели выше аналогичных периода прошлого года. Об этом журналистам сообщил руководитель исполкома Фарид Салахов. Ильмира Гайнудинова продолжит. Без взаимовыручки не обойтись. Дворы замело настолько, что машины застревают в снежной пучине. А по прогнозам синоптиков, улучшений погоды не наблюдается. Еще на протяжении нескольких дней будет вьюжно и снежно. Застревал, конечно, вон лопата в багажнике. Возле школы, вот если проехать, вот здесь 22-я школа, там по бокам вообще не проехать, вот на легковой машине. Невозможно ни заехать, ни выехать. Застревали сами, может, кому-то помогали? Помогал, да, сам не застревал, помогали. Все друг другу помогают. Не просто этой зимой приходится и пешеходам. Так лестница недалеко от дома 1710 превратилась в горку. Ступени покрылись коркой льда, толстым слоем снега. На улицу боимся выходить. Упадешь и ногу сломаешь. Это безобразие просто. Ну, вон мужик, конечно, пробежал. Я не знаю, как он кубарем не скатился. Нам тяжело. С пакетами, с детьми очень тяжело. В исполкоме сообщили, еще даже не середина февраля, а более месячной нормы снега уже выпало. Ежедневно на борьбу с осадками направляют 250 единиц техники, более 1200 рабочих. Безусловно, очистку мы начинаем с основных проспектов, с проспектов, где ходит общественный транспорт. Потом, соответственно, в эту же первую очередь очищаются подъездные дороги к социальным важным учреждениям, к учреждениям здравоохранения, к учреждениям образования. Затем в списке внутриквартальные проезды и местные дороги. Параллельно с этим ведут работу и коммунальщики. Их зона уборки снега, тротуары и проезжая часть во дворах. Эльмира Гайнудинова, Айдар Мусин. Новости Челны ТВ. В набережных Челнах на одну несанкционированную свалку стало меньше. Жилищники начали расчищать квартиру в 17-м комплексе. Напомним, еще в ноябре прошлого года мы рассказывали о том, как жители дома переживают за свою безопасность. Ведь на первом этаже их подъезда живет челнинка, которая совершенно не следит за порядком в своей квартире и запустила состояние всех коммуникаций, в том числе и газа. По утверждениям соседей, пожилая женщина приносила хлам в свое жилище на протяжении нескольких лет. Коммунальщики в 4-й раз пришли в квартиру, чтобы продолжить уборку. Ровно в 8:30 операция по ликвидации несанкционированной свалки стартовала. Хозяйки квартиры не было, поэтому дверь пришлось взламывать. Жилплощадь муниципальная. Запах стоит такой, что закладывает нос и режет глаза. А ведь жители дома 17-16 соседствуют с этим в течение многих лет. Представьте, как нам жить. У человека нет даже унитаза. У нее туалет и ванна захламлены до потолка. В туалет она ходит в пакетике, выкидывает это все в мусоропровод. Тараканы, мыши, клопы и запах, соответственно, по всему подъезду. Хозяйка квартиры, 75-летняя женщина, проживает одна в трехкомнатной квартире. Две дочери много лет назад уехали в другие города. Сын отбывает наказание. Делать уборку пришлось коммунальщикам. На борьбу со стихийной свалкой привлекли более 10 человек. Сейчас по этой квартире хотя бы можно передвигаться. По словам специалистов, ранее мусор достигал до самого потолка. Хозяйка квартиры оставила лишь небольшой проход для того, чтобы она могла двигаться назад и вперед. И лишь ползком эту квартиру чистит уже в 4-й раз. Мы вывезли 4 КАМАЗа, 4 больших самосвала. Это, получается, 32 куба мусора. Вот. Ну и, надеюсь, сегодня будет, наверное, еще тоже 2. Соответственно, еще 16 кубов. Вот. Но мы приближаемся, я думаю, на кубах, на где-то кубов 60 мусора мы закончим. Здесь тоже обещали, значит, санэпидстанция все это, весь подъезд потом продезинфицировать. Соседи опасаются, что челнинка снова превратит квартиру в помойку. Юристы советуют зафиксировать нарушение пользования жилого помещения. Необходимо обратиться в жилищную инспекцию, а затем в полицию.
Можно установить камеру для фиксации. Если квартира муниципальная, то хозяйку могут и выселить через суд за неоднократные нарушения. Эльмира Гайнудинова, Кирилл Хабзей. Новости Челны ТВ. И к происшествиям. В Набережных Челнах при странных обстоятельствах обнаружили труп мужчины под колесами автомобиля. Это произошло накануне в 20-м комплексе. На месте работали сотрудники полиции, скорой медицинской помощи, а также сотрудники Следственного комитета. По предварительным данным, мужчина мог скончаться еще до наезда. В настоящее время по факту происшествия проводится судмедэкспертиза. За последние сутки в нашу редакцию поступило несколько народных новостей. Так, жители дома 1828 пожаловались на свалку прямо у входной группы 10-го подъезда. По словам горожан, на проблему уже несколько дней никто не обращает внимания. Продолжаются жалобы и на снег. Так, челнинцы отметили, что не чищены многие остановки города. К общественному транспорту приходится добираться по сугробам. Снежный коллапс челнинцы отметили и на городском кладбище. Мы отслеживали информацию в социальных сетях. И в нескольких пабликах горожане пожаловались на то, как им приходится прощаться с усопшими. Автомобили к месту захоронения проехать не могут. А теперь к позитивным видео. Челнинцы опубликовали забавный ролик на автомобилях. Акция это какая-то или баловство, но получилось интересно. Ситуация с COVID-19 известна всем, но мало кто задумывался о том, насколько выкладываются в это непростое время медики. Они работают сверхурочно, спасают жизни и буквально живут в больницах. Благодарные пациенты не оставили сотрудников медучреждения без внимания и устроили флешмоб под окнами больницы. Мы можем показать и ваше видео. Пишите нам в WhatsApp по номеру 8 939 311 31 31. Жители Татарстана могут бесплатно приватизировать садовые участки до 1 марта. В случае, если они опоздают с оформлением документов, им придется выкупать земельные участки. Об этом сообщили в Росреестре Татарстана. Подробнее расскажем далее. В Закамской зоне многие садоводы владеют земельным участком и домом, но при этом не имеют никаких документов, кроме книжки садовода. Остается буквально 2 недели до завершения программы бесплатной приватизации земельных участков. Дачники до 1 марта могут воспользоваться правом приобретения без торгов. По действующему законодательству срок бесплатной приватизации садовых земельных участков завершается 1 марта этого года. То есть у жителей республики осталось всего меньше месяца для того, чтобы успеть обратиться в исполком по месту нахождения земельного участка за предоставлением его в собственность бесплатно. Если же этот срок не будет продлен, то после 1 марта садоводам придется выкупать земельный участок. Воспользоваться бесплатной приватизацией могут члены СНТ и ОНТ, если товарищества были созданы до 1 января 2019 года. Наши общества, они старые, они 68-70-х годов, поэтому и у нас уже 99% участков приватизированных. Поэтому мы, скорее всего, не попадаем под это постановление. В Закамской зоне порядка 100 тысяч садовых участков, из них 30% все еще не стоят на кадастровом учете. По словам руководителя общественной организации «Сады Закамья» Дмитрия Волкова, многие даже и не знают, что необходимо приватизировать участки. Некоторые садоводы путают с дачной амнистией, которая подразумевает упрощенный порядок постановки на учет объектов, находящихся на садовых участках. Касаемо Закамской зоны, то есть это Набережные Челны, то есть Тукаевский район, Мензелинский, Нижнекамск, то есть, да, процентов 30 садоводы не получили в собственность свои участки. То есть оттягивая этот момент. В свою очередь, я как представитель садоводческого кластера также этим обеспокоен. Мною на данный момент подготовлено обращение в Государственный совет Республики Татарстан и также в Верхнюю палату Совета Федерации о необходимости внести изменения к действующему 137 федеральному закону, то есть Земельному кодексу, с просьбами, то есть и с разъяснением о том, что необходимо продлить действие, значит, этого срока.
Для начала им необходимо провести кадастровые работы и обратиться в специальные службы, которые занимаются межеванием, формировать пакет документов, поставить на кадастровый учет. Только после того, как земельный участок будет сформирован, необходимо обратиться в местное самоуправление. Успеют ли дачники за 2 недели проделать столько работы? Вот в чем вопрос. Лилия Хабибянова, Ленар Султанов, новости Челны ТВ. А сейчас впереди короткая реклама, не переключайтесь. В санатории Шифалы-Суижминводы разработана специальная программа для людей золотого возраста. Вы почувствуете, как жизнь заиграет яркими красками. Приглашаем на Камский промышленный форум 2022 и специализированные выставки в рамках него с 15 по 18 февраля в ВЦ «Экспо Кама». С 7 по 12 февраля. Свежий улов прямо с Камчатки. Чавыча, красная икра, белорыбица. Все от производителя. ТЦ «Грин», 1 этаж. С 11 по 28 февраля ТЦ на Пушкинской шубы из норки и мутона, дубленки, скидки до 50%. Меняем старую шубу на новую. Вы смотрите новости на Челны ТВ, и мы продолжаем. Кто там? Эта фраза станет уже не актуальной. В многоквартирных домах начали внедрять умные домофоны. Через них можно узнать, кто пришел к себе в гости, а при желании открыть дверь и при этом не находиться дома. На реализацию проекта IP-домофонии в нашем городе выделено более 200 миллионов рублей. О новшестве, которое ожидает челнинцев, расскажет моя коллега Лилия Хабибянова. Давай, открывай, я подошла. Сейчас открою. Давай. Вот все, сейчас она на работе, сейчас она не откроет. Хозяин квартиры на работе и при этом в курсе всего происходящего возле его дома. Чтобы открыть дверь, необходимо только нажать на кнопку в телефоне. Удобно, конечно. Слов нет, удобно. Вот видите, пожалуйста. Ребенок на работе, я пришла, мне открыли. И что самое важное, гостя можно увидеть через экран своего телефона. По словам Айнура Минуголова, такие домофоны намного облегчают жизнь, особенно в плане безопасности. Пользователи могут просматривать архивные записи видеокамер. К тому же у приложения есть связь с программой «Безопасный город». Можно будет за родственником, там кто-то, в квартиру заходит, то есть по камерам можно посмотреть. Да и так в целом все равно как-то комфортно. Да и вообще вот то, что вот камера установлена, можно машину посмотреть. Если кто-то ударил, кто-то сбил пешехода. В любом случае свои как-то, плюсы есть у этой камеры. Умные домофоны в городе установлены пока только в новых домах. В 2020 и 2021 годах этот проект только испытывали, и он многим пришелся по душе. Открывать быстро, удобно, и людям заходить. Все, когда приходят, тоже. Есть всегда камеры, когда звонят, звонок поступает на телефон мобильный, как бы и дома будет звонить звонок, всегда можно посмотреть онлайн. А сейчас в год цифровизации начнут окончательно внедрять современные домофоны. На реализацию проекта только в нашем городе инвестировано более 200 миллионов рублей. Следующий шаг мы видим сделать в этом приложении еще одну точку входа в единую дежурно-диспетчерскую службу города, где житель сможет обратиться с каким-то заявлением, просьбой и так далее. Естественно, это развитие в оплате, возможно, коммунальных платежей, еще что-то. Проект реализации умных домофонов рассчитан на 2-3 года. За это время в городе должны установить порядка 7 тысяч IP-домофонов. Уже до конца этого года планируют подключить 3000 цифровых панелей. Проект, как обещают в мэрии, будет бесплатным для челнинцев. Лилия Хабибянова, Ленар Султанов, новости Челны ТВ. В набережные Челны с гастролями приедет Татарский государственный академический театр имени Галиаскара Камала. Казанские артисты порадуют челнинцев и гостей города не только полюбившимся репертуаром, но и привезут 3 премьерных спектакля. Первый из них по пьесе Альберта Шакирова «Дорога» челнинцы увидят на сцене ДК «Энергетик». Еще одна новинка – музыкальный спектакль «Театр музыка Яхин» в сопровождении оркестра театра имени Галиаскара Камала. Премьеру представят в органном зале. Это новый проект, который является совместной работой театра и академической классической музыки. В прошлом году был юбилей великого татарского композитора Рустема Яхина. Мы решили сделать музыкальный спектакль, который посвящен его жизни, его творчеству. Академические актеры выступают в роли солистов, вокалистов совместно с оркестром.
В воскресенье 13 февраля в Васьмушкино состоится чемпионат России по сноукроссу и сноубайк-кроссу. Начало мероприятия в 11 часов. На соревнования соберутся спортсмены из Набережных Челнов, Сахалина, Ямала и других регионов страны. Организаторы рассчитывают, что количество участников составит около 100 человек. Об этом рассказал председатель Федерации мотоциклетного спорта республики Наиль Хуббатуллин. Гонки по пересеченной местности с трамплинами. Летают они метров 40, 30, 40, полеты, приземления, падения бывает тоже. Вот. Но все это очень зрелищно. Вот. Будет почищена огромная парковка для людей, которые вход у нас бесплатный. Кроме того, 12 февраля в Набережных Челнах все любители зимнего спорта смогут принять участие в лыжне Татарстана. Старт намечен на 9 утра. Массовые заезды состоятся в 11:30. Участников разделят по двум паркам – на ГЭСе и в Прибрежном. Школьники будут соревноваться на территориях своих образовательных учреждений. Украсить стол и укрепить иммунитет одной покупкой. Витамины в это время года необходимы как никогда даже самому стойкому организму, особенно в условиях нынешней эпидобстановки. Поддержат здоровье, а также станут прекрасным угощением на столе икра и рыба с берегов Камчатского края. Приобрести морские деликатесы можно в торговом центре «Грин» на первом этаже. Очень хорошая икра, крупная, зернистая, слабосоленая, прям зернышки к зернышке. Чего только не встретишь на прилавках ярмарки икра и рыба Камчатская. Помимо икры, богатой витаминами и минералами, челнинцам и гостям города представили более 35 видов морской рыбы, горячего и холодного копчения, который является источником полезных микроэлементов, в том числе ценные омега-3 и омега-6. Челнинцы очень любят чавычу, это хит продаж. Есть чавыча у нас слабосоленая, холодного копчения, горячего копчения. Буквально 1-2 бутербродика организм насыщается 7 аминокислотами. Многие покупатели уже оценили натуральные морепродукты. Благодаря насыщенному вкусу и отличному качеству продукции ярмарка икра и рыбы Камчатская обзавелась постоянными клиентами. По словам продавцов, морепродукты особенно полезны детям, спортсменам, людям пожилого возраста и беременным. На пробу взяли. Очень вкусная, конечно. Отличная. А какую рыбу сегодня взяли? Чавыча. Взяли мы нерку попробовать и белорыбица. Ну, как сказать, все говорят вкусно, но попробовать надо самим вначале. Вы уже пробовали у них рыбу? Да, пробовала. Как вам на вкус? Рыба вкусная. Выставка продажи рыбы и икра с берегов Камчатки в Набережных Челнах будет работать до 12 февраля включительно в торговом центре «Грин» на первом этаже. Вход со стороны Автозаводского проспекта. Это все, что мы успеваем рассказать вам сегодня. Впереди вас ожидает прогноз погоды, а сразу после него вашему вниманию новости на татарском языке. А я с вами прощаюсь. До встречи на нашем телеканале.